Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Отзывались о Мухаммеде Герае II как о героической личности. Безусловно, харизма присутствовала в его характере, однако в период своего правления крымский хан не совершил ни одного крупного похода. В этом не было нужды. По его мнению, важно было не воевать, а выстраивать дипломатические отношения с соседними государствами и стремиться к процветанию собственной державы. Политика стала главным приоритетом в период правления Мухаммеда Герая. Его военные успехи, совершенные в молодости, оставались в прошлом. Он уже доказал своим подданным, что способен защитить свои рубежи и дать отпор в случае, если противники проявят агрессию. Все, что его тревожило, так это персидские кампании, в которые всякий раз его пытался втянуть султан Мурад III. По его мнению, они не только не отвечали интересам страны, но и вредили. Мухаммед Герай с большой ответственностью относился к своим обязанностям. Он буквально вникал во все внутренние дела государства и хорошо в них разбирался. Ему казалось, если он покинет страну больше, чем на несколько месяцев, то вся система моментально развалится. Порой он не доверял своим советникам и удивлялся, как его дальний родственник, османский султан, позволял все важные вопросы империи решать визирю. В Крымском ханстве такого института еще не существовало, и все важные вопросы решались в покоях хана или на его совете. К 50 годам это уже был человек дородного телосложения. Он мало двигался и настолько потерял свою форму, что о верховой езде пришлось забыть.
Тогда специально для передвижения Мухаммеда Гирая мастера-плотники изготовили повозки. Очень быстро они приобрели популярность из-за своей функциональности и стали входить в моду. Богато украшенные закрытые повозки, своеобразные прототипы европейских карет пришли на смену колымагам с закрытым экипажем с шатровидным верхом, которыми пользовались женщины. Теперь же повозками стали пользоваться и мужчины. Безусловно, лишний вес серьезно сказывался на здоровье крымского хана. Его окружал целый штат врачей, но он был гордым и своим подданным всегда хотел казаться успешным и здоровым. В отчетах послов, которые прибывали к крымскому двору, видно, что присутствие хана их весьма смущало. В богатых придворных одеждах хан восседал на своем великолепном троне. Всем своим видом он демонстрировал могущество и власть, а его внушительная фигура и грозный вид буквально наводили страх на присутствующих. Конечно же, физическое состояние и внешний вид сказывались на его характере. Он был вспыльчивый, сварливый, но справедливый. Он всегда помнил о своем высоком титуле и старался ему соответствовать. Для него было крайне важно общественное мнение и доверие народа, ведь порой именно от этих двух составляющих зависела судьба того или иного героя на троне. Этот урок хан усвоил хорошо, но он мог не волноваться. Мухаммед Гирай II Сёмёс был популярен в народе. Не менее важными для него были дела семейные. Впрочем, и их он не рассматривал в отрыве от государства, так как главный приоритет был еще больше укрепить правящую династию Гираев. И если не удался династический брак его брата с персидской принцессой, то браки его детей должны были принести ему поддержку глав влиятельных родов как Крыма, так и Восточного Ногая. Его любимый сын Нуриддин Саадет Гирай был женат на знатной татарской княжне Иртуган, дочери ногайского вождя Газибея, близкого друга Девлета Гирая I. Забегая вперед, отметим, что после гибели Саадета в 1592 году Иртуган, придерживаясь закона Ливерата, выйдет замуж за младшего брата мужа, принца Мурада Гирая. Что касается дочерей, то старшая Исаян Султан станет женой Али Мурзы из многочисленного рода Ширин, а младшая Девлет Султан – супругой Мухаммеда Мурзы из рода Седжиут. Что касается семьи самого Мухаммеда, то до нас дошло имя только одной супруги хан Тохтай Султан, женщины из благородного и знатного рода ширинских беев. Нельзя говорить наверняка, что именно она была матерью 6 детей хана. Возможно, были и другие жены, чьи имена в истории пока неизвестны. Но как бы там ни было, а именно эта дама заняла место главной женщины при дворе после смерти матери Мухаммеда Аиши Фатьмы Султан. Здесь стоит сказать, что при дворе Мухаммеда Гирая имели влияние черкесские князья, родные дяди крымского хана со стороны матери.
Ахмед бей и татар Мурза Черкесские прибыли в Крым, сопровождая свою сестру Айше Фатьму Султан, и с тех самых пор оставались верны Девлету-Гераю. После того, как он стал ханом, за свою верность получили от родственника земли и титулы. Не меньшими привилегиями пользовались они и при племяннике Мухаммеде. Для последнего они были связующим звеном с ханскими территориями на Кавказе. Вся эта семейная клановость очень раздражала другого представителя ханской династии. Калга Алп-Герай годами копил обиды, которые переросли в настоящую ненависть к брату хану. Он открыто высказывался своим приближенным, что его брат не способен управлять государством, что власть ему досталась случайно, и он окружил себя черкесской группировкой, действующей не в интересах ханства. Конечно же, все это было не так, но некоторых мурс слова Алпа-Герая убедили. Калга осознанно подрывал авторитет брата, а все потому, что хан демонстративно игнорировал Алпа и не скрывал, что наследником на трон видит своего старшего сына Саадета-Герая. Алп-Герай не желал оказаться на обочине политической истории своей страны. И раз Мухаммед не видел в нем достойного преемника, каковым, безусловно, видел сам себя Алп, то он готов был вступить в игру за престол и стать следующим ханом. Однако для этого необходима была стратегия, которой Калга уже в 1580 году и занялся. Для начала необходимо было найти союзников. На помощь Калге пришла его дочь Зияде-Султан. Умная и расчетливая принцесса была замужем за одним из представителей рода Ширин. Вероятно, она сумела убедить главу этой могущественной династии и далее поддерживать Алпа-Герая. Напомним, что именно при поддержке ширинов Алп-Герай буквально отвоевал себе титул первого наследника на трон. И это при том, что сам крымский хан был напрямую связан родственными узами с этой семьей через жену и старшую дочь. Все эти переговоры велись в строжайшей тайне, и хан, у которого была мощная внешняя разведка, ничего не знал о назревавшем против него заговоре. И тем не менее, крымский хан не доверял ни главе рода Ширин, ни брату. Он тщательно контролировал все действия Калги. Как никогда сейчас ему было важно сохранить равновесие сил в стране, обеспечить порядок и даже собственную безопасность. С этой целью хан сближается с сильным кланом Мансуров. Последние всецело были преданы его сыну Нуриддину Саадету-Гераю. Следующие несколько лет прошли относительно спокойно, однако обе стороны были в постоянном напряжении. Хан не терял надежды сместить Алпа-Герая и назначить на его место сына. И вот, казалось бы, такой шанс представился около 1582 года. Нам неизвестно, в чем провинился Калга перед ханом, но Алп был официально отстранен от занимаемой должности.
Однако спустя несколько месяцев, не без влияния ширинского бея, снова возвращен. Вместо благодарности неспокойный Калга еще больше обозлился. Летом 1582 года ко двору крымского хана снова пришло предложение от султана вступить в новый поход на Персию. Это приглашение изрядно вывело из себя Мухаммеда Герая. Ни сил, ни желаний помогать султану завоевывать новые территории у хана не было. К тому же крымский хан и так был невысокого мнения о Мураде III, а слава о его непристойном поведении в Стамбуле только усилила неприязнь к нему Мухаммеда, и крымский хан категорически отказался. Мухаммед Герай и Мурад III, монархи двух союзных держав, были прямыми противоположностями. И если Мухаммед стремился к стабильности и процветанию в своем государстве, большое внимание уделял его законодательной базе и сам соблюдал вековые законы, то при Мураде III в Османской империи процветала коррупция и взятничество. Самого же султана интересовал только его гарем. Государственными делами занималась его мать Нурбану Султан, а после убийства видного политического деятеля визиря Мехмеда Сокулу Паши в стране заметно началось ослабление власти. Не без поддержки крымских татар войска Мурада на востоке отвоевали Азербайджан и Грузию. Благодаря этому Османская империя впервые смогла выйти к Каспию. Но участие крымцев и их роль в этих кампаниях, по мнению Мурада, не была столь высока. Он считал, что крымский хан обязан помогать своим союзникам, забывая, что у него нет прав диктовать гераям свои условия, и что для крымского ханства он был только халиф, высокое духовное лицо, но не сюзерен. Поэтому, когда в 1582 году крымский хан категорически отказался соединиться на Кавказе с османами, воспринял как личное оскорбление.